Здравствуйте! В эфире новости, в студии Анастасия Маслова. Смотрите сегодня. Кадровые перестановки ожидаются в республиканской прокуратуре. Претендента на должность прокурора ТУВ Александра Боровкова представили главе региона и депутатам Верховного Хурала. В республике действуют ограничения для проезда большегрузного транспорта. Кто игнорирует запрет? В его руках камень оживает. В Национальном музее открылась выставка, приуроченная к 100-летнему юбилею знаменитого камнереза Хиртека Тойбуха. О событиях подробнее. Республиканскую прокуратуру, вероятнее всего, возглавит Александр Боровков, который в настоящий момент занимает должность заместителя прокурора Красноярского края. Его кандидатуру сегодня утвердили на заседании в Верховном Хурале. Претендента на должность прокурора Тувы депутатам представил прибывший в Туву заместитель генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин. Глава Тувы Шалбан Караул отметил, что его личный приезд для представления кандидата на должность прокурора республики – не рядовое событие для региона. Депутаты, присутствующие на сегодняшнем заседании, единогласно одобрили кандидатуру Александра Боровкова на должность прокурора республики Тыва. Между тем, народные избранники обратились к заместителю генерального прокурора России Ивану Семчишину по некоторым вопросам. Подробнее о заседании смотрите завтра в нашем вечернем выпуске новостей в 19:00. В Туве вступили в силу ограничения для большегрузного транспорта. В разных регионах страны так называемая весенняя просушка дорог вводится в различные периоды времени, в зависимости от природно-климатических условий местности. Закрытие дорог для тяжелого транспорта позволяет сохранить трассы в период, когда они наиболее подвержены разрушению из-за переувлажнения почвы. Несмотря на то, что в республике эти ограничения введены уже 6 апреля, некоторые водители их игнорируют. Весна – один из периодов, когда движение большегрузного транспорта на некоторых участках дорог приостанавливается. Однако подобные запреты не останавливают нерадивых водителей. Так, с введением ограничений сотрудниками ТВА «Автодор» и Госавтоинспекции Республики уже зарегистрированы случаи нарушения запрета. Ограничения транспортных средств как с 6 апреля как продлили. Бывают случаи, когда проезжают большегрузные и крупногабаритные транспортные средства. Поэтому вместе совместно с гаишниками и транспортной инспекцией мы останавливаем машины, чтобы не приезжали или получали разрешение. По данным ТВА «Автодора», сотрудники весового контроля проверили около 100 транспортных средств. 8 из них двигались в нарушении весовых норм, которым были выписаны штрафы в размере более 76 тысяч рублей. Также сегодня утром по дороге Сырыксеп-Кызыл двое водителей большегрузного транспорта проигнорировали требования инспекторов. Более того, они попытались скрыться. Остановить и задержать нарушителей дорожным полицейским удалось лишь в поселке Кахем. Водители тоже оказали сопротивление нашим требованиям. В отношении их была применена физическая сила и специальные средства. И для дальнейших разбирательств они были доставлены в МО МВД РФ Козельский. Сами же водители признаются, они знали об ограничении для большегрузов, вину признают. Так, в отношении правонарушителей будет разбирательство, в ходе которого им и их работодателю будут выписаны штрафы в крупном размере. Поэтому стоит напомнить, что для движения по автодорогам во время весенней просушки транспорту необходимо оформить спецразрешение. При этом ограничения обычно не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на транспортировку продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов и на доставку грузов, необходимых для ликвидации последствий или предупреждения чрезвычайных ситуаций. Анастасия Маслова, Чинчис Самбугай, РС Хавалык, телекомпания «Новый век». Доля населения Тувы, находящейся за чертой бедности, в 2017 году должна сократиться до 38%. Этот показатель станет одним из ключевых при подведении итогов проекта «Шаги к благополучию», объявленного приоритетом деятельности правительства республики в сфере занятости населения. Кроме того, по прогнозу специалистов, ведомства до 15 тысяч рублей или на 5% по сравнению с уровнем 2016 года возрастут среднемесячные доходы на душу населения. Ожидается также и увеличение реальных доходов жителей, которые подтянутся до прошлогодних значений. Задачу повышения доходов населения предполагается решать за счет трудоустройства безработных и легализации неформальной занятости населения. В частности, за год предусматривается создание около 10 тысяч рабочих мест, из которых 3 тысячи постоянные. В остальных случаях для безработных будут организованы места для временных, сезонных и общественных работах. До конца года Минтруд планирует также легализовать более 3 тысяч рабочих мест, которые в настоящее
настоящее время не оформлены официальными трудовыми договорами. Как показали проверки предыдущих лет, зарплатами в конвертах отличаются предприятия в сфере строительства, торговли, транспорта и сельского хозяйства. Их и будут усиленно проверять в 2017 году. Вступил в силу новый тариф по системе «Платон», передает ТАСС. Эта система взимания платы с большегрузов за проезд по всем российским дорогам федерального значения компенсирует ущерб, который наносят трассам грузовые автомобили массой свыше 12 тонн. С момента запуска системы 15 ноября 2015 года тариф «Платон» составлял 1 рубль 53 копейки за километр. При этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа. Плата за километр должна была составить 3 рубля 6 копеек. В конце марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о сохранении льготного размера платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог на уровне 1 рубля 90 копеек за километр, говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря этой системе в 2016 году на ремонт российских дорог направили 10 миллиардов рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 55 рублей 98 копеек, а евро 59 рублей 61 копейка. А сейчас реклама. Увидимся сразу после нее. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Электрическая плита Дарина по интернет-цене 12 490 рублей. РБТ.ру. Надо тебе чехол для планшета связать. Как быть, если срочно нужно квартиру, дачу купить или по кредиту меньше платить? Банки процентом не балуют, а какие-то вообще не жалуют. У нас есть решение. Кредит под залог от Восточного. Хорошее предложение. 8 800 100 ровно 7100. ПАО КБ «Восточный». Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. КЗУ Аюна Курседи, 54. Закупаем лом черных и цветных металлов по высоким ценам. Оплата сразу. Кахем 94. Район аптека управления. 923 384 38 78. Фабрика «Зонд» изготовит индивидуальную мебель. От эскиза до установки из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. В эфире новости. Продолжаем выпуск. В Национальном музее открылась выставка, приуроченная к вековому юбилею выдающегося мастера-камнереза Хиртека Тойбуха. Наиболее известные каждому жителю Тувы его работы – это бюст Салчака Тока в центре города и молодая лениха, которая кормит детеныша, повернув голову и чутко вслушивается в таежное пространство. Позднее эта композиция была выполнена из бетона и установлена на автотрассе Кызыл-Абакан возле въезда в столицу нашей республики. Хиртек Тойбуха по праву считается одним из основоположников камнерезного искусства Тувы. Дело жизни мастера продолжают династии резчиков, сыновей и внуков. Как потомственный скотовод и опытный охотник и ветеринар, Хиртек Коштаевич знает пластику движений, анатомию, повадки домашних и диких животных. В 60-е годы он создает много пластических изображений верблюдов, горных козлов, яков, коней, мифических драконов, архаров, а также скульптурные композиции. Он показал, как в современных условиях и современными инструментами можно и нужно передавать именно звериный стиль в его понимании. И многие, кто сейчас живет и работает в камнерезном искусстве, в общем-то подражают его приемам. Хиртек Коштаевич Тойбуха, первый из народных мастеров-камнерезов, еще с 1957 года вел кружок камнерезного искусства в средней школе села Кызылдах. Александр Ойдуб, художник-скульптор, ученик великого мастера. Первая наша встреча состоялась в 1969 году. Я тогда учился в 7 или 8 классе, вспоминает Александр Ойдуб. С той самой встречи жизнь обычного мальчика в корне изменилась. Когда пришли на кружок, он просто показал нам камни. Когда большую массу убираем, он уже начинает сам делать, например, половину лица и вырезал. Ты уже подражаешь уже на другой стороне. Он просто мне открыл глаза, искусство, как можно работать и что делать.
пока не окончил школу, постоянно приходил. И всегда спрашивал, что ты сделал. Я всегда уже работу готовую всегда оставляю и показывал. В Национальном музее выставка работ мастера продолжится до 19 мая, а 26 апреля в 6 вечера состоится концерт, посвященный Хиртеку Тойбуха. На нем будет показан документальный фильм о мастере камнерезе. С сегодняшнего дня идет прием заявок и работ молодых и именитых камнерезов в Центре тувинской культуры. Хотим выразить огромную благодарность коллективу Национального музея Республики Тыва, директору музея Кадролу Алексеевичу Бичелею и главному искусствоведу Республики Тыва, это Александру Сагдыевичу, за прекрасную организацию открытия выставки. И надеемся, что с сегодняшнего дня молодежь, школьники города, республики обязательно придут и посетят выставку, посвященную к столетию нашего деда, прадедушки Хиртека Каштаевича Тойбуха. Хиртек Тойбуха сравним с Моной Лизой. Так просто, без излишеств и гениально выполнить работу могут единицы. Нынешняя современная резьба по гальматолиту пошла именно от Хиртека Тойбуха. Даже в его работах видна техника резьбы по дереву и переход к резьбе по камню. Тувинский исследовательский институт выразил желание открыть школу по камнерезу. Этот бренд мы не должны терять. Нужно развиваться и набирать обороты, призывает неравнодушных доктор культурологии Айлана Кужугет. И родные надеются, что дело жизни их отца отразится и в работах молодого поколения. Яркий пример тому служат сами дети. Диана Баймбуз-Буянаюн, телекомпания «Новый век». Далее рубрика «Гость в студии». – 21 апреля в Туве начнутся международные соревнования по волейболу. И сегодня у нас в гостях президент Федерации волейбола Республики Тыва Андрей Кок. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, много ли команд заявлено и из каких регионов? Да, здесь на сегодняшний день, которые подали заявку, предварительные заявки, это 9 мужских команд и 5 женских команд. Это команды с Иркутской области, Красноярска, Улан-Удэ, Бурятия, Кемерово, Новосибирск, Кузбасс, Горно-Алтайск, Кыргызстан. И тоже также была подана заявка от Республики Казахстан, с Казахстана. Но Казахстан на сегодняшний день, они сейчас разбираются, сейчас билетами, как сюда попасть, ведь не попасть. Но они должны были сегодня прилететь, так как самолетов сегодня не рейсы не совпадает, поэтому сейчас еще уточняется, будут они участвовать или не будут. Ну так уже команда постепенно приезжает, да, в Тыву? Да, уже с завтрашнего дня в основном все команды, основная часть прилетит, а с Бурятии и с Иркутска прилетят они в пятницу, 2 часа они здесь будут. И парад у нас тогда соревнование начнется 3 часа. У команды, значит, будет время прогуляться и ознакомиться с достопримечательностью, или все на упорных тренировках выстроено? Нет, здесь команда уже, можно сказать, уже натренирована, сюда придут, как просто приедут. Это они, если завтра приедут, только завтра где-то в четверг будет, это судейская коллегия будет вечером 5 часов. До коллегии пока все соберутся, потом уже, ну, кто как может по городу будут походить, те, которые не участвовали. У нас впервые участвуют такие команды, как Кузбасс, Кемерово, Горно-Алтайска. У нас с Иркутска были, с Красноярска были, с Монголии тоже команды были, с Кыргызстана были. А те новые будут, наверное, ознакомиться с нашим городом. Кто представляет Тыву на соревнованиях? Ну, Тыву представляет здесь сборная команды республики, 2 команды будут участвовать, первая и вторая. Республика Тыва команды. И женские тоже 2 команды будут, и мужская, и женская команда будет. Как настрой? Ну, настрой на сегодняшний день. Вот сейчас только тренер мне звонил, надо будет сейчас прийти, подойти, организационный вопрос там решить. Ну, настрой у нас, конечно, на победу. Готовились долго к соревнованиям? Нет, не так получилось, что быстро подготовить. У нас получилось всего 1,5 недели, потому что в основном все, получаются, игроки, так как у нас волейболисты все любительские лиги. То есть это не профессиональные? Нет, здесь не профессиональной команды нет. У всех на сложности с освобождением с работы. Некоторые вообще не освобождают игроков, которые, сборные, которые мы зачисляем, где они им получается в вечернее время после работы. Некоторые сейчас служат у нас в гвардии, некоторые даже руководители получают и не отпускают даже на тренировки.
Вот так получается. А кого вы считаете сильным соперником из тех, кто приедет? Ну, здесь заявлены команд, если как по этим посмотреть, по разряду, и как и не спортивные достижения, если брать, вот именно с Иркутской команды они подали 9 кандидатов в мастера спорта и 3 мастера спорта. Вот они вот такие вот, мы пока смотрим, вот и по заявленным заявкам смотрим, вот претенденты. Но прошлый год участвовали, выиграли команды с Красноярска, там тоже были команды, ну, игроки были в команде, которые на сегодняшний день профессиональные, которые играют в высшей лиге. Ну, даже так? Да, с высшей лиги. Но в этом году мы уже положение написали, что те играющие в высшей лиге игроки не будут участвовать, именно не представлять не будут эти команды. В общем, борьба будет серьезная, да? Да, борьба будет серьезная на сегодняшний день. Даже если брать, вот на сегодня тоже Монголия, тоже команда с Монголией тоже сказали, они, что не могут выехать, потому что они сейчас готовятся внутри, у них чемпионат идет, вот уже сегодня уже начинаются игры, у них там внутри Монголии чемпионат Монголии, поэтому Монголия, ну там с Монголии тоже приезжали к нам тоже мастера спорта Монголии были. Соревнования уже не первый год у нас проходят, инициаторы мы являемся? Да, это соревнование мы проводим уже 4-й год, это открытый кубок Федерации волейбола Республики. И так 4-й год, и получается каждый год некоторые команды постоянно приезжают, некоторые обновляются, все больше и больше людей. Ну, 5 команд было, сейчас в этом году уже 9 представились, некоторые уже там не могут приехать, ну вот так. Ну и статус международных соревнований тоже ведь не сразу, наверное, да? Да, действительно, это соревнование мы начали просто сначала памяти Достоевича. Вот эта команда 3-й год они как раз проводили совместно с федерацией. Это только тогда мы только прошли аккредитацию, полностью зарегистрировались как федерация здесь, в Минюсте. Когда первый год мы провели памяти Достоевича, то вот тогда мы, когда пригласили, приехали команда именно с Монголии и Кыргызстана, когда приехали, мы дали этот. Потом, когда следующий род, когда федерации мы начали проводить, это сказать, что международный. А вы с ответным визитом в другие регионы выезжаете? Да, мы первый год, когда это было, это до этого мы выезжали в Монголию, в Бурятию выезжали, но там команда, конечно, тоже непрофессиональные, а любительские команды. Играли, ездили. В эту субботу-воскресенье тоже выезжали в Минусинск, но там команды были Абакан, Красноярск, вот эти команды тоже играли. За что борются? Ну, борется призовой фонд, но это зависит от спонсоров. Но каждый год у нас постоянный спонсор есть, вот эти команды, которые нас поддерживают, волейбол в республике. Есть такие руководители организации, которые они вкладывают для развития волейбола республики, чтобы сюда они приезжали, хорошие игроки, большие игроки, которые республики, что в регионах, что какое развитие. И молодежь мы всегда приглашаем всех посетить игры наши, чтобы посмотрели, в каком уровне люди играют. Кто судьи? Ну, судьи у нас, каждый год мы приглашаем судей высшей категории, которые судят Суперлигу постоянно, потому что таких споров ничего не было. И здесь они, когда приезжают, и судейство показывают, и тоже так же они здесь мастер-класс показывают, свое судейство. И стараемся, чтобы именно местные наши, те, которые судят, они посмотрели, и чтобы они, мы хотим тоже свой статус передать им, чтобы судейские, чтобы они категории проходили. Сколько дней будут проходить соревнования и где, может быть, вы пригласите телезрителей поболеть за наш регион? Ну, игры начнутся 21 числа с 9 утра. Это спортивный комплекс Ярыгина и спортивный зал Харил. В двух спортивных залах будем играть вот так. А со скольки до скольки будут, во сколько можно прийти? Ну, в основном, если вот прийти могут, уже команды начнут игры, в основном каждый день 10 часов игры начнутся. Это 21 числа, а 22 и 23 числа игры уже с 9 часов начнутся, вот игры будут. А когда именно наши будут играть? В какой из дней или все 3 дня? Нет, это зависит, как будет наша команда будет играть. Но так-то первый, второй день они точно будут играть, а 23 воскресенье у нас финальные игры. Если наши команды, я надеюсь, пройдут на финальные игры, и там будет, можно тоже 23 числа прийти до нашей команды поболеть. Вход свободный? Ну, да, должно быть свободно, так как мы с руководством этих спортивных залов переговорили, сейчас полностью договор заключили, на аренду этих залов они должны представлять бесплатно, потому что мы оплачиваем полностью. Нет у нас такого, чтобы бесплатно, чтобы нас пустили игры в волейбол там играть, чтобы проводить соревнования. Желаем победы, будем болеть за нашу команду. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо.
А я напомню, у нас в гостях был президент Федерации волейбола Республики Тыва Андрей Кок. «Сохрани жизнь, сбавь скорость». С таким призывом к водителям обратились учащиеся школ города Кызыла. Акция является продолжением всероссийской детской эстафеты «Дорога – символ жизни». Подростки пытались привлечь внимание автолюбителей к соблюдению скоростного режима. Ведь по статистике это нарушение – одна из распространенных причин аварий, в которых гибнут люди. Департамент образования по городу Кызылу с учащимися городской школы номер 7 напомнили водителям, как важно соблюдать скорость и правила дорожного движения в целом. Ребята выстроились вдоль дороги с плакатами, на которых были обозначены девизы «Сохрани жизнь», «Сбавь скорость», «Спасибо, водитель». Инспекторы ГИБДД останавливали транспортные средства, водителям которых ребята вручали подготовленные ими памятки, в которых объясняли, почему опасно превышать скорость на дороге. В большинстве своем водители соглашались с доводами детей и твердо обещали им никогда не превышать скоростной режим. Ребята же, в свою очередь, на столь серьезное обещание дарили водителям воздушные шары. Всегда, пожалуйста, сбавляйте скорость, не превышайте ее. Сбавляйте, особенно перед пешеходным переходом, и никогда не нарушайте правила дорожного движения. А теперь новости короткой строкой. Водители, которые не пропустили скорую со включенной мигалкой, предложили лишать прав на срок до года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Предлагается ли поднять штрафы для автомобилистов с 500 до 1500 рублей за непропуск маршрутных транспортных средств или автомобиля с включенным проблесковым маячком. А в случае с машинами экстренной службы, у которых вдобавок имеются специальные цветографические схемы, лишать водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев вместо нынешних 1-3 месяцев. Ответственность также последует и в случае непропуска автомобилей полиции, МЧС и других экстренных служб. В 5 районах Тувы повышенная готовность ко второму этапу паводкового периода. А повышенная готовность объявлена в Байтайгинском, Барунхемческом, Дзунхемческом, Улухемском и Судхольском районах. На сегодняшний день в целом обстановка по территории республики характеризуется как стабильная. Отмечается, что в связи с повышением дневных температур воздуха продолжится вскрытие рек с возможным образованием заторов, подъемов уровня воды до критических отметок, а также разлив рек. Второй этап паводкового периода по многолетнему опыту приходится на вторую половину середину июня. Риску подтопления подвержены населенные пункты в 13 районах. Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает ответственность для болельщиков за нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований. Документ повышает штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований. Теперь вместо 20-25 тысяч рублей придется заплатить 40-50 тысяч. В некоторых случаях нарушителю грозит арест на срок до 10 до 15 суток. За нарушение правил поведения на соревнованиях со стороны зрителей им грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Арест до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок до 7 лет. В этом году власти собираются активно улучшать дорожную сеть. В 37 городах построят или отремонтируют 5000 километров дорог и ликвидируют около 1000 очагов аварийности. При этом чиновники должны будут ориентироваться на сигналы населения о ямах на дорогах и некачественном ремонте. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев, обсуждая с коллегами проект «Безопасные и качественные дороги». Медведев напомнил, что в текущем году на дороге регионам выделено 30 миллиардов рублей. В рамках подготовки навигатора-абитуриента колледжа России в 2017 году была собрана информация о более чем 500 учреждениях среднего профессионального образования из 60 регионов России. При работе с информационным ресурсом пользователь сможет найти список направлений подготовки, по которым ведется набор в учреждения среднего профессионального образования на бюджетный и платный прием, средний балл по аттестату, количество поданных заявлений, стоимость обучения и многое другое. На радиостанции «Голос Азии» сегодня прошел очередной радиоквест «Замес майонез». Слушателям раздают подарки от партнера гостиничного комплекса «Буян-Бадыргы» на обед или ужин в ресторане, но отдают недаром, а за выполненное задание. Чтобы получить приз, необходимо отгадать загадку и приехать на зашифрованное место первыми. Сегодня сертификат на обед в ресторанном комплексе достались самому сообразительному и самому быстрому из наших слушателей. Замес майонез. Ага, вот ваши. Спасибо. Наш оператор вручил слушателю 2 победных сертификата, которые может получить каждый из вас. Слушайте радиоквест «Замес майонез» на Первом республиканском радио и получайте подарки. И о погоде. Завтра в Кызыле ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха ночью -1, +2, днем +15, +19. Ветер 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление 713 миллиметров ртутного столба.
По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки. В Туране погода пасмурная, без осадков. Температура воздуха утром плюс 4 градуса, днем плюс 9, плюс 14. В Арадане пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром плюс 4 градуса, днем плюс 9, плюс 13. На Полке погода пасмурная, снег, ветра нет. Температура воздуха утром минус 2 градуса, днем плюс 1, плюс 6. В Танзыбее пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром 0 градусов, днем плюс 2, плюс 7. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. На этом выпуск завершен. Если что-то пропустили, ищите его на нашем YouTube-канале Тувинской единой службы информации. Спасибо, что были с нами. До свидания.